Усім привіт! В етері програма Прайм Муждабаєв. Відповідно, Муждабаєв – це я. І сьогодні я радий, що знайшов час для великого інтерв'ю, для великої розмови щодо подій у країні терористці, точніше, буду сказати, що там відбувається на тлі того, як розвивається війна Росії проти України. Ігор Ейдман з нами на зв'язку з Берліна, людина, яка є аналітиком, соціологом, тощо і публіцистом, якого я дуже поважаю, і думку якого завжди враховую, особливо в тому, що стосується так званої Росії. Привіт, Ігоря. Привіт, Айдер. Радий бачити, це перше. Ти мене чуєш нормально? Так. Отлично слышу, все порядку. Добре. Я хочу, знаєш, що сказати, що через те, що останнім часом у мене немає, вже декілька місяців, навіть, напевно, півроку немає Фейсбуку, я підписався на твій телеграм Aidman News і дуже задоволений тим, що там ти робиш, і раджу всім нашим глядачам підписатися на Ігоря Ейдмана, на людину, яка я просто вам усім гарантую, якщо ви не знали цього досі, що це дуже чесна, абсолютно безкорислива людина і незалежна від усіх, аналізує Ігор усі події лише з власної точки зору. І я сьогодні хочу почати розпитувати пана Ігоря про кейс, про закритий кейс Пригожина. Готовий ти про це поговорити? Да, запросто. У меня перед Пригожиным нет ни страха, ни какого-то пиетета. Я могу говорить о нем прямо, как и о всех других прочих персонажей. Я перейду на трофейную мову. Игорь, слушай, да, по-моему, Пригожина уже и никто не боится. Как-то он выглядит не очень физически сильным в последние дни. Вот. Что случилось, собственно, вот по твоей версии? А что же произошло? Ну, самая очевидная версия, что его убил Путин. Очевидно совершенно. Почему? Почему Путин, в принципе, всегда убивал своих противников, убивал людей, которые его унижали, которые его как-то пытались, что называется, обидеть. Он, в принципе, этого и не скрывал. У него одна из любимых цитат его, которую он много раз повторял: «Кто нас обидит, 3 дней не проживет». Но вот Пригожин прожил 2 месяца, кажется. То есть, в принципе, это его политика. И удивительно было, что он его, Пригожина, не убил сразу. Если я не помню, был у меня с тобой эфир или с кем-то другим, но я говорил с самого начала, что вообще лидеры мафии, крестные отцы, да, в мафиозных семействах, они всегда считали, что это есть в книгах соответствующих, да, литературе, как специальной такой художественной, что враг, который не добит, он самый опасный враг. Недобитый, подраненный враг, он будет мстить, он самый опасный, и его нужно обязательно добить. Его нужно добивать, нельзя оставлять недобитых врагов. Так вот, и Путин всегда из этого исходил, и то, что, значит, Пригожин остался жив после мятежа этого так называемого, это говорило о том, что это очень некая странная ситуация, что и мне казалось, что Путин или делает ошибку какую-то очень грубую, или он просто настолько слаб, что он уже не может свои функции крестного отца российской мафии осуществлять, или он это сделает, но, значит, как по принципу месть блюда, которые едят холодным. То есть, что торопиться с этим не надо, а нужно там как-то все это подготовить. Ну, в общем, он, видимо, не стал торопиться. Тут есть еще какой момент. Если бы он его убил сразу, то было бы, ну, очевидно совершенно, что его убил, значит, Пригожин Путина. Да? Нам с тобой и сейчас очевидно, что если кто и убил Пригожина, то только Путин. Но если, обыватель российский уже успел, у обывателей российских, у них короткая память, да, клиповое сознание, они, значит, не помнят уже, что в нем вчера там вешала на уши пропаганда. Сегодня они, может, пропаганда вешают совершенно противоположное. Люди совершенно это воспринимают спокойно, потому что не помнят ничего. И они уже за эти 2 месяца отчасти успели забыть уже вообще всю эту историю и как бы наслоились какие-то другие события. И сейчас пропаганда выдает разный набор, да, такой суповой набор разных версий. Но только не Кремль, только не Путин. Да кто угодно, только не Кремль, только не Путин. Обыватель уже все это опять хавает за милую душу и уже считает, что, ну, наверное, не знаю, тут сложно разобраться. Может, американцы, может, украинцы, может, французы. То есть вот, наверное, с этой целью это была пауза сделана, да, и с целью, наверное, подготовить самоубийство. Пригожина явно просто развели как лошару.
как лошару развели, кормили его, видимо, обещаниями, что ему Африку отдадут на откуп, он уже обрадовался. У меня было такое ощущение, давно уже хотел из Украины свалить в Африку, где гораздо спокойнее и больше бабла намного. Вот можно там бриллианты собирать и так далее, и так далее. Вот развели как лошару, он потерял бдительность, и его и тут же и грохнули, как и положено у мафиоза. Вот, но это как бы такая наиболее вероятная версия. Существуют какие-то и другие версии, которые представляются менее вероятными, даже маргинальными, но не исключенно, но их исключить полностью тоже нельзя. Я хочу тут заметить, что, ну, во-первых, это такой тест на пропаганду, да, на ее действенность. Ну, вот это тот случай, когда, ну, если чуть-чуть хотя бы работает мозг, если человек не боится свободно мыслить, хотя бы чуть-чуть, даже если он адепт там Пригожина, да, может быть, и в первую очередь, если адепт Пригожина, хоть более-менее там с каким-то мозгом, да, извращенным, всем понятно, что никакой Шойгу не мог сбить этот самолет без разрешения фюрера, но это просто нельзя, да, потому что фюрер гарантии дал безопасности ему, да, то есть никто этого сделать не мог, и то есть по всем признакам, как бы, ну, как в том анекдоте, это голый мужчина, спальня жены, значит, вот за шторкой он стоит, и в прошлый раз это уже было, значит, и еще позавчера было, значит, он был сантехником, электриком, а этот теперь кто, да, то есть, как бы, ну, это для дураков абсолютных версия про то, что Кремль не причастен, да? А как ты думаешь, вот по-честному, ты же социолог в каком-то там прошлом и настоящем, вот действительно, реально, какая-то часть населения и какая часть верит, что он вот либо несчастный случай, либо там Америка, либо там, я не знаю, это, значит, украинские спецслужбы или Шойгу сам там решил это сделать. Вот, правда, в это правда может какое-то количество людей поверить, или они просто проглотят это как официальную версию, сами прекрасно понимая, ну, как бы раб все понял, но раб молчит. Нет, у нас, я как говорю, у нас по старой памяти. У нас в России, значит, рабы не такие умные, как ты думаешь, да, они что типа раб такой, знаешь, хитрый раб, молчаливый, но мудрый, что-то такое, типа такого, знаешь, Эзоп такой. Да. Эзоп или этот, знаешь, фунт в вишневом саду там какой-то, да, там, да. Или как его звали? Но он там не такой, он был не мудрый, а старый, по-моему, тупой, но очень преданный хозяин. Вот. Нет, действительно, это рабы действительно тупые просто, просто тупые реально, что будем прямо говорить. Я не говорю, что это большинство населения, но значительный процент точно. Значит, я думаю, по крайней мере, те, кто хавает вот эту пропаганду, телеаудитория, да, телеаудитория. То есть это среди старшего поколения это большинство, среди младшего поколения это меньшинство, среди молодежи это ничтожное меньшинство, потому что молодежь там лет до 25 просто не смотрит телевизор. Так вот, значит, вот эта телеаудитория, она привыкла хавать вот всякую дрянь, она жрать, что называется, и еще причмокивать при этом. Значит, я думаю, что вот среди этой телеаудитории, ну, как бы большинство, что сказало? Один говорит одно, а другой другое, а третий третье. Один, значит, что это французы, другой, что это украинцы, третий, что это поляки, четвертый, что это несчастный случай, пятый, еще что-то. В общем, ничего не понятно, но точно не Путин. Все говорят, что не Путин. Ой, послушай, Игорь, а вот работает ли тут вот это их такое извращенное умственное формулирование, как это по-русски сказать, как они формулируют это, мы правды никогда не узнаем? Вот это тот случай, да? Да, это, кстати, абсолютно, это вот такая формулировка, да, или такой мем, мы правда никогда не узнаем, он сознательно внедряется в пропаганду. Ведь как интересно работает вот нынешняя российская пропаганда. Я ее много уже статей на эту тему написал, я ее называю, что это такое, это постмодернистская такая пропаганда. То есть вот сравним ее с коммунистической пропагандой. Коммунистическая пропаганда была традиционная, в лоб, что вот есть, значит, правда это, значит, правда коммунизма, значит, Ленин пророк ее и так далее. И мы эту правду несем в мир, несем всем, значит, и папуасам Новой Гвинеи, и индейцам Амазонки, и, значит, британским каким-нибудь разведчикам, да, типа Кима Филби. То есть одно и то же. Вот они как бы пропагандируют правду, а якобы правду, то есть то, что они выдавали за. Значит, у российской пропаганды постмодернистская. Она настроена на то, чтобы сначала людям основательно, значит, взорвать мозг,
так, чтобы перемешать все в голове, чтобы человек потерял почву под ногами, и он сказал: ой, я не знаю вообще, одни говорят одно, другие то, правда не узнаем все равно, но лучше верить нашим, чем чужим, потому что пускай уж свои, как бы они лучше, чем чужие в любом случае. Если они так говорят, ну значит так и будем считать. А что-то на самом деле, да черт его знает, но будем считать так, как говорят. Вот примерно так. Значит, это действительно очень действенно, особенно для людей старшего поколения, которые уже со своей жизнью пережили множество взрывов мозга. То есть сначала Сталин был хороший, потом Сталин был плохой, потом опять стал хороший и так далее. То есть это, понимаешь, они уже не верят, не понимают вообще, что может быть, и они просто чисто автоматически присоединяются к тому, что говорит телевизор, что это проще всего, потому что самостоятельно искать правду просто бессмысленно, запутаешься в трех соснах. Так что это вот пропаганда работает, и в данном случае тоже. Я внимательнейшим образом мониторю там телеграм-каналы, связанные, пишущие об этой истории, и пропагандистов, и идеологов, и так далее, и так далее. Практически, в том числе и те, кто себя считает оппозиционными, типа Стрелкова, который там что-то какой-то из тюрьмы у него был, как бы материться не надо, да, но какой-то вы чего-то там из тюрьмы он извлек. Да, ну и даже практически никто не пишет, что это Путин. Просто практически никто. То есть я думаю, что это и сознательная, мощная кампания перемешать все, болтать в мозгах, значит, но не главное отвести от подлинной и от настоящей версии. Тут же еще и появляются всякие подголоски пропагандистские, которые начинают говорить: нет, Пригожин жив, он прячется, он, значит, это все имитирует. Путин умер, а Пригожин жив. Значит, за место Путина двойник, а правильно. Но это ты фактически цитируешь такого, прошу прощения за выражение, публициста, аналитика, как Валерий Соловей, да, примерно, вот такого формата? Да, но он не он один, там есть еще и другие, которые тоже, примерно то же самое говорят. В том числе, кстати, и по украинскому телевидению, и по украинским YouTube-каналам. Ну, к сожалению, наши некоторые ведущие журналисты собирают мусор, как бы все, что валяется. Но хорошо, кстати, ну ничего в этом хорошего нет. Я имею в виду, что продолжаем разговор. Во многом, да, российский режим, вот то, что называешь постмодернизмом, можно еще назвать ставкой на конспирологию. Вот, мы никогда не узнаем правды, все не так однозначно, эти темные силы, Вашингтонский обком, ну, там, до еврейского заговора, в общем, там недалеко, там пара поворотов и туда, да, ну, примерно, да, так, вот. В принципе, этим же самым они цепляют и избирателей Трампа. Вот конспирологи, у Трампа вот эта часть избирателей тоже такая, ну, похожая по интеллектуальному, если можно так сказать, в данном случае про интеллект говорить, складу ума. Значит, тоже им забрасываются вот эти версии непонятные, что войну мы закончим за день, это все лишь темные силы мешают войну закончить там и так далее. Все на самом деле просто весь мир вот он повязан вот этими сетями какими-то непонятными, все там, ну, все вот это и так дальше, да. Вот, ну, хорошо, они работают в сторону конспирологии, либо там он жив, это все обман. Кстати, ты полностью эту версию отвергаешь, да, инсценировки? Ты знаешь, в нашем мире безумно нельзя никогда не говорить никогда. То есть я не могу сказать, что, ну как я могу, не имея объективных данных, но на 100% сказать, что это не так. И, значит, но тем не менее я считаю, что эта версия все-таки маловероятна. А почему? Маловероятна. А почему значит, маловероятно, с твоей точки зрения? Ну, самое простое, что убить Пригожина Путина было бы гораздо проще, чем имитировать его убийство. Вот просто реально проще и по количеству людей, которые надо задействовать, и которые должны знать эту тайну, и по самой, как бы, по интеллектуальным усилиям для того, чтобы такую разыграть комедию, да, это очень, скажем, сложно, разыграть такую комедию масштабную. Ведь убить даже не один Пригожин, а куча народу. То есть это нужно было, значит, Пригожина в последний момент из этого договориться заранее с ним, как-то его выдвинуть, в последний момент из этого самолета, потом, значит, его сбить с другими людьми, потом, значит, Пригожина где-то прятать. Ну, то есть это все сложно. Проще убить. Зачем Путину имитировать, значит, это убийство, если ему проще взять и взорвать ядрене-матрёне, значит, этот самолет. Значит, это, так что если бы Пригожин сам бы мог вот как бы сымитировать свое убийство и сбежать, я бы сказал, что да, это вероятно могло. Но дело в том, что способ, с которым его убили, да, это он не предполагает
действия только Пригожина. Он предполагает какой-то договорняк между Пригожиным и Путиным. Как я уже говорю, это очень сложно сделать. Проще его убить просто. Вот. Значит, это главный мой аргумент, не поверьте. И кроме того, вообще все простые версии и простые варианты, более очевидные, они чаще всего оказываются правдой. А сложно хитро вымученные какие-то конспирологические версии чаще всего оказываются ложью или сознательной дезинформацией. И, кстати, правильно сказал про то, что вот действительно конспирология — это главное, что называется, такая болевая точка, что ли, на которой давит на Западе, именно на Западе, российская пропаганда. Она ее больше всего здесь раскручивает. Это действительно уникальное явление. Так всегда, видимо, было. Какой-то процент населения в любой стране, они склонен, чаще всего это люди малообразованные, но с амбициями. Они склонны к конспирологии. Почему? Потому что им кажется, что... Ну, то есть они не заморачиваются получением знаний. Так, то есть им как бы сложно быть интеллектуально развитыми людьми, заниматься какой-то аналитикой, но им при этом хочется быть крутыми и говорить самому себе, прежде всего, но и окружающим, что все фигня, вот я-то знаю правду. Вот вы, лохи, ведетесь, думаете, что есть какой-то коронавирус, а я-то знаю правду. Это Билл Гейтс на кухне сварил все. Значит, а потом Сорос по пробиркам все расфасовывал, а значит, какой-нибудь Илон Маск колол этот коронавирус втихаря прохожим. Понимаешь? То есть но это Илон Маск похож на того, которому что-то вкололи, если честно, так вот выглядит. Да. Это правда, правда. Он сам далеко, кстати, не ушел от такой категории людей. Но получше, конечно, чем Трамп, но тоже. Ну вот, значит, то есть, и они, кстати, не только, это как бы вот мировая глубинка, она заражена конспирологией. Вот я давно уже об этом писал, что западный мир поделился на мировой мегаполис и мировую глубинку. И это очень хорошо видно по голосованию. Но это видно по голосованию, Игорь, и в Соединенных Штатах, по штатам, по сельской местности и городской, по большим городам и небольшим городам. Это хорошо видно по таким странам, как Бразилия, Аргентина. Это видно по Турции, где города большие голосуют так, а село голосует так, понимаешь? Это все же похожие вещи, да? Да, абсолютно. И по Европе, по европейским странам. У нас в Германии то же самое, абсолютно. То есть АФД — это партия глубинки. В Берлине они набирают очень мало. Даже в Мюнхене, в Гамбурге, в крупных городах совершенно другие партии конкурируют. А где-нибудь, особенно в восточно-германской глубинке, в каком-нибудь городе Бисмарке, там чуть не все голосуют за АФД. У меня просто один знакомый. Вот, там, говорит, сидят эти, значит, алкоголики местные, безработные. Повезло человеку-то. Я говорю, повезло твоему другу-то там жить, да. Да, он там дом купил, потому что там дешево, с туру. Вот, значит, сидят алкоголики местные и обсуждают иммигрантов и голосуют за АФД. Вот. Как у нас, как в России, в деревне. Вот. Значит, только там они не голосуют, или голосуют за Путина, коммунистов. Так вот, но уровень примерно такой же. Кстати, во Франции тоже был давно еще у своего приятеля, у него тоже дом в деревне, по французской глубинке. Так вот, французские крестьяне мне напомнили российских колхозников и по состоянию опьянения перманентному, и по поведению. Значит, вот, они голосуют за альтернативу, там голосуют за Народный фронт, за Национальный фронт. Ну, сейчас я не помню, как он называется, но самого раньше назывался Национальный фронт. Отца сначала Ле Пена старшего, а сейчас Мари Ле Пен. Значит, она его переименовала, как я уже забыл как. То есть, в общем, а здесь за АФД. То есть вот это вся мировая глубинка. И в Польше то же самое, кстати. То есть за католические эти партии, да, прокатолические голосуют тоже глубинка. То есть мегаполис голосует за либералов, за демократов, за демсоциалистов, значит, там, пиратов, я не знаю. А глубинка голосует за вот таких крайне правых, чаще всего таких квазифашистов с конспирологическим сознанием или с конспирологической риторикой. У Трампа четкая тоже конспирологическая риторика. А есть еще и круче, там есть такая в Америке секта, значит, называется она, по-моему, Анон, что ли, да? В общем, это секта, которая образовалась в интернете, совершенно непонятно, кто ее создал, но какой-то инсайдер, типа, вот как в России, что же есть инсайдеры всякие? Вот какой-то инсайдер, анонимный причем, который якобы что-то сливал с самых верхов и рассказывал о том, что скоро заговор педофилов, который возглавляет Клинтон,
значит, еще кто-то там, я уже не помню, значит, тот же Билл Гейтс, по-моему, и Обама, он скоро будет разоблачен, и вот он будет какой-то сигнал, что мы все поднимемся. И представляешь, в Америке, которой мы как бы, я не знаю, я, по крайней мере, в детстве считал продвинутой страной, значит, огромное количество людей повелось на это, и реально секта. Ну, слушай, как они пошли штурмовать парламент американский всей этой толпой? Да. Да, ну вот эта толпа абсолютно такая же. Это вот действительно, они тоже люди с конспирологическим сознанием. Так что они работают на... И, конечно, российская пропаганда в этой мутной воде активнейшим образом ловит рыбку и инициирует многие вещи в этой области. Конечно, они используют и так существующие настроения, но и формируют тоже их, и уж, по крайней мере, точно используют. Значит, и в Германии тоже. АФД, кстати, единственная партия, которая не скрывает своего, в общем-то, пропутинского настроя. Да, сейчас даже уже Линки как бы прячутся, они там типа за мир, и да, против путинской агрессии, против. Кстати, прикол заключается в том, что, значит, Линки же любители Путина были долгое время тоже, при этом они тесно общались с Борисом Кагарлицким. Значит, и цитируют всегда его в своих газетах и все прочее. Сейчас его посадили, Кагарлицкого, в России. Значит, что-то я не слышу никаких бурных демонстраций со стороны леваков, со стороны коммунистов местных, немецких. Что-то они как-то это, по-моему, сожрали. То есть, по-моему, просто им невыгодно за него заступаться, потому что они все-таки хотят, видимо, продолжать какие-то шашни. Да нет, они просто хотят продолжать получать деньги из Москвы, вот и все. Как бы, ну, сел Максим, да и хрен с ним, как говорится. Может быть, АФД прямо уж за руку взяли. Есть тут такой писатель, квази-писатель, псевдописатель, некто Сергеенко. Он давно живет в Германии, даже получил немецкое гражданство. То есть наглость как. Почему взломали почту его, а у него в почте, значит, переписка с кураторами кремлевскими, которому башляли, он бабки сюда привозил просто реально, значит, налом. А потом он башлял депутатам от АФД, чтобы они, значит, подавали в суд на правительство за то, что танки поставляют, германские танки поставляют Украине. Ну и так далее. То есть просто все очень тупо. А он на свободе, этот товарищ, или как? Или под следствием? Он на свободе, да, он на свободе. Я даже не слышал, чтобы его лишили немецкого гражданства. Хотя он там при получении, как уже раскопали журналисты-расследователи, скрыл свое российское гражданство, чего он не имел права. Так что на свободе, да. То есть это не считается здесь, как я понимаю, каким-то преступлением. Слушай, а если он, смотри, может быть из-за того, что он из Израиля попал туда, потому что есть программа, там, допустим, переселения евреев в Германию, может быть, как он мог не показать российский паспорт, в смысле? Нет, он, по-моему, не по этой программе, то есть точно. А как он мог не показать российский паспорт? Да очень просто. Просто подал на заявление на немецкое гражданство и не указал, что он не гражданин России. Или написал, что он выходит из российского гражданства. Ну, в общем, не знаю. Но, в общем, тем не менее, факт со фактом, немецкая пресса об этом писала. Конечно, его, может быть, могут посадить, но это же надо все доказать. Взломанная переписка это не является, тем более хакерами, не является для немецкого суда доказательством, понимаешь? Понимаю, ну не очень понимаю, почему с этими людьми так носятся. Эти сети, как раз вот сети конспирологов и путинских агентов, они очень опасны для выборов в США, для выборов в Германии, для выборов в Польше, для выборов везде, да. И это вопрос госбезопасности, потому что честность выборов — это государственная безопасность страны, это, ну, преступление против государства. Извините за такой спич. Хочу вот о чем продолжить. Возвращаемся к нашему вот покойничку. Значит, о чем нам говорит вот это молчание баранов? То, что ты говоришь, даже их каналы смотришь, поначалу были там какие-то возгласы: батя, мы не простим, батя, мы с тобой, батя, мы то, батя, мы это. А сейчас, как ты говоришь, ничего. Ну, казалось бы, такие брутальные бандиты, убийцы, насильники, зэки, на Москву, все дела, порвем в порошок, Шойгу, Герасимов, где это, то, повешу на площади, вот это сюда, чуть не выпарю их всех, кто-то Кремль возьму. И вдруг бати нет, и ничего нет, и бараны замолчали. О чем это говорит? О том, что Путин дал им понять, они все поняли, то есть его власть резко усилилась? Смотри, вот как бы тут два момента. По поводу того, значит, воя, стона по поводу Пригожина. Действительно, в ура-патриотическом вот этом фашистском лагере
раздается, значит, вой, стоны, героизация идет Пригожина. Он памятник себе воздвиг нерукотворный, и в таком духе, значит, его героизируют, ну, такие персонажи, значит, как Холмогоров, Дугин, Чадаев и так далее. Они его героизируют. Значит, и что характерно, низовые эти ура-патриоты тоже, но, первое, они ни в коем случае не переводят стрелки на Кремль, они как будто бы делают вид, что это его убил не Кремль, а непонятно кто, или если даже намекает на то, что убил Кремль, но тем не менее, значит, Путин не виноват, или что это никак героизации не связано, да, то есть не отменяет героизацию, но то есть не винят Кремль в этом. Ну, типа, нужно было, да. Ну вот, да, бывает, и героям нужно умереть. Это Колмогоров, например, так написал, что вот такие герои бывают, которых надо в какой-то момент устранять ради общего дела. Вот, значит, то есть они ни в коем случае не катят почет. Например, почему? Потому что они все кормятся оттуда. Куда они не могут лезть, эти ура-патриоты долбанные, потому что они оттуда, из этого Кремля кормятся. Первое. Второе. Эти зэки, про которые ты говоришь, я даже вступил тут анонимно в одно закрытое комьюнити вагнеровское в Телеграме. Да? Какой у тебя позывной-то, Игорь, скажи? Нет, не скажу, ты прям сразу дай пароль и явки, ты чё? Нет, я, в общем, одного человека просто попросил вступить, вот, как мне неизвестно. Ну, вот. И там идет тоже шняга, видимо, я тоже думаю, что это могут и власти российские вбрасывать, что Евгений Владимирович, по-моему, да, или как его хрен знает по отчеству, жив, значит, что он это, что мы точно, конечно, ему не знаем, но его очень много за то, что он жив, и перечисляют такие, и вот и это показывают на то, что он жив, и то, есть пятое, десятое. Это первое. И второе, они говорят, но в любом случае, если, значит, он жив, значит, это прекрасно все, но если он умер, то и погиб, его, конечно, убили враги. Ну, то есть никто не говорит, что его убили власти. Какие-то враги его убили, может быть, внутри власти, но не Путин. Никто не пишет, что это Путин убил, и мы теперь с Путиным поквитаемся. Так что пока, по крайней мере, российская пропаганда и российские спецслужбы, естественно, которые тоже там мутят воду, они достаточно грамотно развели всю эту публику. То есть возмущение есть, и героизация есть, но это не выливается в какой-то протест. Не выливается абсолютно. Ну вот, Игорь, но о чем это говорит? О том, что Путин показал все-таки, кто в доме хозяин в итоге, да и все поняли, судя по реакции, или нет? К сожалению, пока, по крайней мере, все идет к тому, что ты оказываешься прав. Да? То есть, к сожалению, мы уже все, ну я, по крайней мере, сильно обрадовались, когда был этот мятеж и последующие события, что типа Путин явно дал слабинку. Но вот он сейчас, сволочь, отыграл ситуацию, взял ее под контроль. Но это не значит, что это надолго или что это навсегда. Ничего, конечно, подобного нет. Я уверен совершенно, что подобные события будут повторяться. Конечно, настоящих буйных мало, типа Пригожина, их даже практически нет, но я думаю, что для Путина гораздо опаснее вот такого открытого, буйно помешанного Пригожина, те тихушники, которые ему поют дифирамбы, а втихаря встречаются там, я в этом совершенно сомневаюсь, на каких-нибудь объектах закрытых или там гольф-клубах там каких-то и так далее, и обсуждает, как он их задолбал уже со своей чертовой войной, и как скорее бы это его прекратить и как бы от него избавиться. Я уверен, что такие процессы тоже идут. Если мы возьмем практику, да, то вот такие настоящие буйные, они всегда проигрывали. Реально. И в истории не только России, но и в истории других всяких политических событий, революционных, тем более событий. А побеждали всегда тихушники. Вот тихушники. Вот возьмем Россию. Кто убил Павла Первого? Ближайшее окружение, тихушники, которые продолжали до последнего водить его за нос. То же самое с Берией. Похожая история с Хрущевым. То есть не какой-то там условный маршал Жуков не сел на танк и не пошел, значит, снимать Хрущева. Хрущев легко и непринужденно, как ты помнишь, в 1957 или 1958 году от Жукова избавился. Просто снял его и все. Значит, пока он был в Югославии. А сверстник Хрущева не Жуков, значит, такой типа рубаха-парень, а хитрозадые партийные номенклатурщики типа Брежнева, там, Шелепина, Суслова и прочее. Так что, я думаю, Путина такая же ждет участь. Но, между нами говоря, Путин и сам похож на тихушника, вот как бы. Ну, это да, безусловно. Он похож на тихушника, но это не значит, что одна гадина не может съесть другую гадину, как известно из классики.
Ну хорошо, с этим разобрались. Теперь у нас есть еще один очень боевой такой товарищ, пехотинец Путина по фамилии Кадыров. Я видел заголовок, не знаю, правда это или нет, в каком-то русском СМИ в виде скриншота, что Кадыров приехал в Москву на поезде. Вот. Как ты думаешь, есть вот людям формата Кадырова, тем более, вот знаешь, я представляю себя, я всегда вот когда хочу что-то понять, там закрываю глаза и думаю, так, сейчас я представлю себя на месте Кадырова. И вот я так закрываю глаза и думаю, так, значит, этот вообще к Путину в дверь заходил еще с Питера. Ну, то есть друган с тех времен, вообще с 90-е годы, ну, как бы все проверенный временем, ну, точно ближе, чем я. Ну, хотя бы по возрасту, по жизненному опыту там, ну, по всему, да. Кадыров при всем желании, хоть он себя пехотинцем назовет, хоть там рабом, хоть, я не знаю, там ангелом-хранителем, но он так близок к нему никогда ментально не будет, как к Путину. И вот Кадыров-то совсем не дурак, да, при всем там, то, что он злой очень и реально кровопийца и мясник, он-то понимает, кто убил, в общем и целом. И конкретно, кто убил. Ну, хватит там аналитики совершенно для того, чтобы понять, кто убил Пригожина, да. И вот я даже намеки такие видел на него где-то в русских там каких-то, тем более, что тут еще накладывают, что вот эти русские патриоты, они же кадыровцев не любят, типа они же черные, там, они все равно против нас воевали когда-то там и так далее, то есть до конца они не верят этим манкуртам все равно их называют манкуртами и чужими там и так далее. Вот. Как почувается, ну, в смысле, как чувствуют себя люди в формате Кадырова и он персонально? Вот что будет, если Кадыров тоже где-то внезапно там поезд с рельс сошел и выпал из окошка, вот, немножко, да, а у него там 20-тысячная армия, а что они тогда тоже все проглотят и будут ждать нового Кадырова себе там, или им скажут разойтись по домам, и такие, ой, ну хорошо, тогда вот моя котомка, сдаю ключик от шкафчика, все, пошел. Понимаешь, Путин не мотивирован сейчас убивать Кадырова. Я сам неоднократно писал еще до начала войны о том, что Путин может устранить Кадырова. Но в условиях войны против Украины он не мотивирован, Путин, убивать Кадырова. По двум причинам. Первая причина. Объективно, значит, сейчас для него страшно опасно было бы получить второй фронт в Чечне. То есть ему нужно ничего менять в Чечне, он не готов. Потому что если устранить Кадырова, это ключевые персона, то черт знает, какая там может быть заваруха. Причем даже не от кадыровцев угроза, а от как раз их противников, которые могут воспринять устранение Кадырова как сигнал для того, чтобы русских оттуда выгнать. Значит, а я вообще общаюсь иногда с чеченскими иммигрантами в Германии. Они говорят, что большая часть населения Чечни не привилегирована. Она ненавидит Кадырова, и если бы не русские, давно бы его разорвали. Вот, значит, то есть есть привилегированная группа довольно многочисленная, а основная часть населения живет очень плохо и ненавидит Кадырова. Так вот, значит, это первое. То есть Путину второй фронт сейчас в Чечне совсем не нужен, я думаю, что он поэтому побоится. Второе, все-таки сравнение Кадырова и Пригожина совсем корректно. Пригожин явно нарушал, я тоже об этом говорил, при его жизни, нарушал неписанные правила поведения в этой мафии. Да? Он откровенно, значит, катил баллон, что называется, на других крупных мафиозов, не считаясь фактически с мнением Путина и так далее. Кадыров, по крайней мере, вербально, по крайней мере, внешне, абсолютно демонстрирует полную лояльность. Не какой-то мятеж Кадыров. Он все время поет известную, значит, арию, да, про Путина, да, ведь я червяк в сравнении с ним и с его высочеством самим. Это он постоянно, он даже к Пригожину это говорит. Нет, но это же это классика вот этого, знаешь, это такая классика какого-то, не знаю, там, османского, византийского еще двора. То есть кланяются 8 раз, там, пятятся, значит, вы падишах, там, базилевс, там, вот это все, да? То есть он ведет себя как классический такой вельможа, вот, византийский какой-нибудь. Да, абсолютно. Причем именно как сатрап. Да? Вот, сатрап же это руководитель провинции, не ну да, кстати, слово удачно, но тем не менее, руководитель провинции в империи персидской. То есть они, значит, должны были... То есть они творили, что хочешь у себя на местах, зверствовали просто, там, что угодно делать. Но перед, значит, царем, конечно, падали в ножки. Так что, значит, так же он и поступает, ну, как я уже сказал, Путин, не мотивирован, сейчас, по крайней мере, это делать. Кстати, до войны это было возможно, потому что у него не было
геморроя, не то что геморроя, а страшной большой проблемы у Путина с этим вторжением в Украину и с неудачной войной, в которой он застрял. Чему не хватало в Чечне устраивать какую-то заваруху. Но сейчас это стало маловероятно. Хорошо. Ты считаешь, что... Ну, я думаю, что тему вот про историю с Кадыровым, господи, с Кадыровым продолжается история, значит, с Пригожиным, я бы вот именно тебе поставил бы такой вопрос. Ну, может быть, кто-то еще не знает, что ты брат двоюродный Бориса Немцова, которого, ну, все уверены на 100%, и ты, что его убил Путин, да? Он, кстати, тоже год прошел с того момента, как Борис его в Киеве назвал ну, нецензурным словом, синонимом слова «сумасшедший», «чокнутый», только русским матом он назвал. Год ждал Путин, почти год, да, перед тем, как устроить эту казнь, как я представляется мне, да. Потом было неудачное покушение на Навального, где его травили, но не отравили, и в самолете там тоже с самолетом было связано, только немножко по-другому и так далее. И вот такое брутальное сбитие, ну или там взрывчатка на борту, я не знаю, до конца никто этого не знает, пока ни британцы, ни американцы не говорят. Кстати, почему не говорят, тоже вот интересно твое мнение, это такой подвопрос, да? Вот. Что похоже в этих трех очевидно путинских действиях, да, ну, вроде как путинских действиях, и что в них разное, ну, кроме разности персон, собственно, которых я назвал, потому что все абсолютно разные люди, конечно, и вечная память Борису, как бы, тут все понятно. Да, ты знаешь, я даже написал об этом пост, я просто, когда Путин начал оправдываться по поводу убийства Пригожина, я сразу вспомнил, как он оправдывался по поводу убийства Немцова. И потом нашел в интернете цитаты эти, они просто текстуально близки. То есть я об этом написал, подробно разобрал. То есть он начинает с того, что он давно знал его, Пригожина и Немцова, что значит отношения, ну, дальше он говорит о сотрудничестве с Пригожиным, а по поводу Немцова он говорит, что, значит, я с ним отношения не портил, и, значит, у нас были разные периоды, не всегда он там, типа, на меня наезжал. Ну, то есть очень похоже, даже текстуально. То есть он даже оправдывается, значит, так хрестоматийно, штампованно, да, в обоих случаях. Значит, тем самым выдавая свое авторство в этих убийствах. Да, ну, значит, действительно, Путин, скажем так, те люди, которые переходят какие-то границы, красные черты, Путин их убивает, это вот уже такая традиция. Конечно, сравнивать нельзя, да, уголовника и бандита, убийцу, садиста Пригожина с Немцовым, с Навальным, но тем не менее они по-своему, каждый из них по-своему перешел какую-то красную черту и нанес какую-то обиду вот этому маньяку в Кремле. А нанес обиду, понимаешь? А обиды он не терпит. Обиду он не терпит и устраняет обидчиков. Значит, кстати, если мы возьмем других людей, которые, вероятно, травили, да, но не дотравили, там тоже свои причины. Почему, например, Владимир Карамурза. Да? Владимир Карамурза, он не наносил, он человек такой очень интеллигентный, и никаких матерных оскорблений Путина он не наносил, но он наносил Путину и путинской верхушке оскорбления действием. Он просто очень мощно и активно после смерти Немцова практически один уже, ну не скажем, то что один, конечно, но наиболее, скажем, эффективно лоббировал различные санкции против путинской верхушки в США, в Европе. Например, начиная со списка Магнитского, который они лоббировали вместе с Немцовым. Поэтому он тоже перешел эту границу. Значит, такая вот история. Ну, это, в общем-то, ничего здесь Путин нового не открыл. Так вели себя и до него сатрапы, диктаторы, убийцы различные как у власти. Вспомним Сталина, например. Зачем Сталин убил Троцкого? Казалось, Троцкий уже ему не угрожал никак вообще. В 1940 году Троцкий был вождем, в кавычках, ну то есть это нельзя назвать. Четвертого интернационала это было там несколько десятков группировок карликовых из разных стран. Конечно, Сталину никак не угрожал, но он его, тем не менее, убил. Причем не с первого раза и с большими усилиями. Так что вот Путин продолжает эту линию, продолжает линию российских диктаторов, как Мандельштам писал, правда, по поводу, скорее, Муссолини, диктаторов-выродков. Вот.
Но тогда, Игорь, здесь эта теория немножко ломается на второго человека, которого я упомянул, Навального, который, казалось бы, находится в полном распоряжении Путина. Сначала он был на территории России, его не удалось отравить, там целая команда работала, и все у них пошло на смарку, и в самолет его вроде посадили, однако все пошло не так, и опять не так. Потом он дал ему уехать за границу, где его пролечили, откачали, значит, восстановили полностью, значит, как бы жизнь, все функции, да, значит, потом он вернулся, просто явно хотел сесть в тюрьму, как это, ну, было видно, что человек, ну, это было, выглядело странно, да, когда муж с женой летят сажать одного из них, то есть мужа в тюрьму. Но это вот странно просто, для меня странно, психологически странно. Я не представляю себе такую жену, ни у какого мужа, ну, вообще. Да, ну, кроме как, если бы она бы его смерти хотела. Вот, и второе. Во-первых, подожди секундочку, я сейчас договорю, у меня буквально несколько слов. Вот. И сейчас он находится в абсолютно, значит, во-первых, он его посадил прогнозируемо, да, во-вторых, вот беспредел, 19 лет новый срок дали, и убить он его может в любой момент. Но не убивает. Твоя теория немножко ломается, Игорь. Либо он тогда ему не страшен, он его не ненавидит, хотя на словах вроде как ненавидит, а даже имя не произносит Навального. А с другой стороны, он с ним ничего не делает такого, что легко сделал и с Борисом Немцовым, и даже с Пригожиным, который был ему верным псом. Айдер, значит, у Навального, для Навального, у Путина припасена, значит, такая другая форма уничтожения. Его, это называется медленное убийство в тюрьме. Это даже более еще садистская и более жестокая форма убийства, чем просто ежемгновенное убийство, как в других случаях. Навального реально хотят, значит, а он же, Путин же, это мы с тобой знаем, что век Путина как короток, и что режим его рухнет в обозримом будущем, и, надеюсь, коротко. А Путин-то считает, что он еще 100 лет будет править. И он Навального мучает в тюрьме, его там он не вылезает из СИЗО. Мы сейчас не будем к конспирологии прибегать, мы уже разбирали, кто прибегает к конспирологии. Он его реально мучает, он сажает в СИЗО. Скажи, пожалуйста, там, Игорь, ну опять я задаю вопросы, просто очевидные, которые не только я могу задать. Да? В данном случае я ему не адвокат, не прокурор. Человек находится осужден на 19 лет. Понятно, что Путин может хоть на 119 лет его посадить, если захочет, да? А может на кол посадить, а может там четвертовать, ну как бы может все. Ну вот Пригожин показал, он 12 человек убил, и Пригожина, и эту Уткина, и всех как бы всех в порошок, и все унесли, закопали, да, тайно и так далее. Вот, то есть в полной власти. Навальный находится в полной власти, вот как ты говоришь, в полной власти Путина, да. Он сидит в штрафных изоляторах, он комментирует каждый день, каждое событие во внешнем мире. Любой, кто сидел в ШИЗО, да просто любой крымский татарин, который где-либо сидел, не было никогда ничего подобного, никакой связи, даже с человеком, который просто в СИЗО сидел, это сложно, это сложно. А в ШИЗО, 218 дней в ШИЗО и каждый день реплики в интернете, ну, ребята, ну что-то тут не так. Смотри, ну, как это может быть? Смотри, во-первых, он, конечно, не каждый день делает реплики в интернете. Во-вторых, он же активнейшим образом пытается, там, я думаю, во многом из-за этого, вот, постоянно же проходят какие-то судебные процессы. То есть он подает какие-то иски и так далее, и так далее. То есть у него есть постоянно, он же постоянно какую-то движуху организовывает вокруг себя, Навальный. Поэтому у него есть постоянная возможность общаться, ну или периодическая возможность, довольно часто, общаться с адвокатом. И если ты общаешься с адвокатом, то естественно, что ты можешь ему наговорить или передать что угодно. Значит, он же в действительности не каждый день он это делает, а делает это от раза к разу. Это первое. Второе. Значит, я вполне допускаю, что власти, значит, специально дают эту возможность ему обращаться, что называется, в эфир. Да? Почему? Почему? Потому что им было бы еще хуже для власти, если бы он сидел бы вот в каменном мешке один и обрастал бы слухами. Понимаешь? А так появляется иллюзия того, что вот он прозрачен, он пишет, и вроде бы с ним все нормально. Понимаешь, это такое, то есть методы изощренные КГБшники предпринимали. Мотивация. Объясни мне, вот как умный человек, объясни, зачем. Да? Вот если Пригожина можно просто завалить, закопать и забыть, а тут он его лелеет, дает передавать ему информацию оттуда, показывает его по телевизору, он делает постоянные заявления. Яшин, его правая рука, пишет огромные статьи, дает интервью из тюрьмы, да? За Карамурзу, по-моему, жена ведет все-таки его там Твиттер или Фейсбук и так далее. Но тут прямо в медиа живут главные его политические враги. И вот пример.
Он просто закопал фактически, раз и закопал Пригожина с вооруженными бандитами, зэками, вот этой аурой его, с мемориалами по всей России, там, да, за Навальным никто и на улицу-то почти не выходил уже, да, в последнее время. Ну, когда, ну, реши вопрос тогда так, а тут совершенно другое отношение. И еще один контраст, тоже мне твое мнение интересно. Стрелков молчит, как рыба об лед, и из тюрьмы ничего не перед... Не так. Нет, он не ведет так, свой не так. блог, по-моему. Он не ведет постоянно, но из тюрьмы он передает. Он, кстати, передал, значит, когда Пригожина убили, он передал свой комментарий довольно длинный на эту тему. Значит, и так я его читал, этот комментарий. Это довольно подловатый комментарий. Он радовался тому, что Пригожина убили, да? Да, он радовался, конечно. Он же его конкурент по оболваниванию дебилов. Но мне кажется, он еще и конкурент, знаешь, в плане гарема. Вот они все хотят быть любимой женой фюрера, и вот у них конкуренция такая вот на уровне прям вот реально вот такого-то чувственной близости, ей-богу. Ну, Стрелкова, видишь, его отвергли, и он поэтому обиженный. Он очень уныло выглядел, этот более бодро выглядел. Да. Не, вообще Пригожин, конечно, намного харизматичнее был и гораздо... Стрелков унылый дятел, Путин унылый дятел, но и Стрелков унылый дятел. А Пригожин был такой зажигал, выглядел, конечно, гораздо более харизматично. Он вот если брать таких диктаторов, да, фашистского именно плана, не коммунистических, а фашистских, ну так, Муссолини, например, Гитлера, они такие вот такого плана были заряженные люди, психи. Или, по крайней мере, могли имитировать психоз. Да, что касается твоих вопросов по поводу Навального, еще тебе хочу сказать. Было разное в истории. Ну, например, диссиденты советские умудрялись из лагерей передавать не только какие-то там письма открытые, что они делали постоянно из советских лагерей. Ты, наверное, не подозреваешь, что там условно Буковский, Гинзбург там и Эдуард Кузнецов были, как-то их специально холили или лелеяли. Тем не менее, их душили, давили, некоторые умирали, типа Голландского или Марченко. Некоторых потом меняли, но они передавали много чего, вплоть до книг. Эдуард Кузнецов даже книгу передал из зоны в свое время. Значит, да, не без помощи Боннера. Ну вот, западный корреспондент. То есть все это было и передавали, все. Ну а тогда вот, хорошо, я понял, о чем ты говоришь. Тогда ответь на вопрос мне такой, ну, если можешь. Почему Путин так жесток к условно своему преданному псу, который, да, ошибся, но он пес, да, за него там положил очень много там своих антилюдей и так далее, и так боится, так трепетно, так нежно и так бережно относится к своему главному оппоненту по версии западных СМИ. Айдет, ну что ты говоришь? Человека посадили в тюрьму, он сидит 2,5 года в российской тюрьме, сейчас ему дали особый режим какой-то. Слушай, его убить могли, за это время могли убить его. Не вылезает из ШИЗО, не вылезает из ШИЗО. Я в своей жизни просидел в тюрьме, там меня на демонстрации забрали еще в поздние советские времена, 3 дня, мне этого хватило на всю жизнь. Человек сидит, значит, не вылезает из ШИЗО. В советской тюрьме отвратительной, мерзкой. Человек, эта тюрьма — это пытка. Он и Путин нежен. Слушай, если бы нам с тобой, вот, знаешь, я завтра вот сойду с ума, приеду в Россию, меня посадят, значит. Ты тоже будешь говорить, вот Путин к Эйдману относится очень нежно. Я понял, Игорь, все, я понял. Года, то есть он... 23 года, да, сидит в ШИЗО. Я понял, то есть Путин, подожди, отнес Навального к категории неадекватных людей из-за того, что он вернулся после отравления. Но если я туда вернусь, у меня там до 8 лет, они засекретили приговор за терроризм. Я думаю, 8 мне минимум выписали. Тебе, наверное, что-то там выписали. Но ни я, ни ты туда не вернемся. А если бы мы вернулись, то я не думаю, что я бы передавал. Ну, как бы ни один крымский татарин не передает каждый день материалы из тюрьмы. Ну, нет такого. Из 150 или 200 случаев, ну, нет таких случаев вольной переписки за все эти годы, да? Вот, ну окей, ладно, крымские татары просто не умеют писать твитов, наверное, и так далее. Но тут ситуация такая, что значит, он считает, что его нужно беречь, раз такой типа сумасшедший, вот пусть теперь сидит, убивать не буду. Хотя могу убить в любой момент, ну это же видно просто. Я же сказал, по всей видимости, у Путина задача закатать Навального пожизненно в тюрьму и там его мучить, и домучить до конца. Как вот домучили до конца, например, Анатолия Тихоновича Марченко, да, в советской тюрьме.
Значит, вот такая у него задача. И он ее выполняет, это первый. Второй, по поводу того, как он к нему относится, Путин сам сумасшедший, что он там может кого оценивать, это абсолютный параноик. Это первый. Почему Навальный вернулся, да, хотя его посадили? Я думаю, что он надеялся, не думаю, а уверен, что он надеялся, что его не посадят. И бывает такое у людей, знаешь, даже умных людей, людей, которые успешны в своей карьере политической особенно, и у которых многие дуют в уши, а у них начинается притупляться инстинкт самосохранения. Это ты имеешь в виду Это, и кстати, случай с Саакашвили можно описать, ты думаешь, таким, и да? в случае Саакашвили также можно писать, да, у них притупляется инстинкт самосохранения. И даже в случае тех людей не буду называть, и которых убили, которые вели себя неосторожно явно. Потому что у них притупляется инстинкт самосохранения. Они думают, что они уже такие крутые и выдающиеся, что их никто не посмеет тронуть, или что их, значит, они такие умные, что они, значит, никакие значит, риски у них не могут их касаться и так далее. А в действительности жизнь такая, она гораздо проще и площе, что если у человека, если есть такой вот диктатор, Путин, да, он может у кого угодно бить, посадить и так далее. На выбор. У него, он, кстати, довольно изобретательный такой садист. У него для разных людей свои, значит, свои методы, да. И кого-то он сажает и там мучает, и убивает, или не убивает, а ждет, пока человек сам умрет. Кого-то он убивает мгновенно. Конечно, Пригожина он не мог посадить, потому что из Пригожина сделали икону и все такое. Его нужно было устранить так, чтобы, причем анонимно, так, чтобы, как мы сегодня в начале разговора нашего обсуждали, чтобы весь быдло плебс, да, они считал, что это непонятно, кто сделал. Поэтому он его не посадил, а убил. Значит, а Навального его вполне мог посадить, наоборот, демонстративно посадил и показал всем: будете сидеть, будете выеживаться на меня, сядете. Ну вот все побежали. Ну, окей, твоя версия принята, так рассмотрели судом истории, вот, и он точно рассудит, как оно на самом деле есть. Это была версия Игоря Эйдмана. Вот, у меня нет версии, но у меня слишком много вопросов для такого уравнения. Вот, поэтому я не могу так уверенно говорить, как Игорь, но Игорь может, имеет на это полное право. А теперь, Игорь, хочу вот о чем спросить. История с Папой Римским. Ты все-таки в Европе находишься, да? Вот. Как вообще это возможно, чтобы католический папа еще с репутацией латиноамериканского левака вдруг начал на онлайн-встрече с русскими молодыми католиками, начал восхвалять Российскую империю, причем нашел двух самых кровавых царей, то есть Петра I и Екатерину II, да, и начал говорить об их великом наследии империи детям. Сейчас, значит, наш МИД Украины высказал, ну, как бы недоумение. Греко-католическая церковь, которая подчиняется, как бы формально Папе Римскому, тоже требует объяснений. Они что-то там сочиняют в Ватикане. Да, что это было? Что с папой-то с нашим? Чем папа-то болен? Ну, знаешь, меня удивляют те люди, которых это удивляет. Знаешь почему? Потому что у нас какой-то, может быть, я не знаю, с советского детства какого-то, значит, пиетет, да, то есть для Советского Союза Папа Римский был врагом, значит, еще, да, и поэтому у нас такой пиетет. Значит, Папа Римский, ёшкин корень, он, наверное, должен быть Нет, семидядей. смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, но был Войтыла, да, Иоанн Павел II, который был врагом социализма, который был там поляком и так далее. Потом были невнятные папы, которых мы уже не вспомним. Но если напряжемся, вспомним. Но, скорее всего, не будем вспоминать, потому что они были никакие, да. Вот. Теперь вот этот папа пришел такой оригинальный, неформал такой аргентинский, в троллейбусе ездил там, значит, такой типа мы за русских, мы за бедных, там вот это что-то из этого жанра, да. И вдруг он начинает хвалить империю в разгар войны, которую эта империя развязала. Это не просто про то, что он не идеальный. Это он оправдывает, в общем-то, нападение со всеми вытекающими последствиями, с геноцидом, имперская, как бы, вот их посыл, он же к этому всему. При этом, на мой взгляд, это открытая индульгенция Путину прям вот в руки. Не просто там ошибка. Значит, я не знаю мотивов его, но то, что он дурачок и маразматик, это было видно давно. Да, я, кстати, совершенно не удивляюсь, что руководитель абсолютно дурачок и маразматик. Может, и манипулирует агенты российских Запад. Но вот так вот, и, кстати, меня это совершенно не удивляет, потому что в современном мире, значит, церковь у меня ассоциируется с не самыми, скажем, приятными
не самой приятной информации. Да, как он вообще к власти пришел, вернее, стал Папой Римским? Из-за педофильского скандала предыдущий Папа Немец вынужден был уйти из-за педофильского скандала, потому что он как минимум прикрывал в Германии священников-педофилов. Так что уже они, видимо, долго искали среди иерархов человека, который не виновен в педофилии, нашли маразматика и дурачка, но он хотя бы детей не трахает, я прошу прощения. Ой, Ну ладно, да, выберем Игорь, его. до чего дошла эта структура, да, но, допустим, они такой же самый диагноз можно поставить Илону Маску, вот, например, судя по его таким же высказываниям абсолютно. Илон Маск такой криптофашист, он немножко другой, он идейный. Он идейный криптофашист. Поэтому он не то, что он там сильно пропутинский, но он такой абсолютно циничный тип. Он считает, что и у него бизнес, да, ему эта война мешает его бизнесу. Как она закончится, он не знает, но он хочет ее скорее закончить. Значит, что для этого нужно сделать? Проще всего сдать Украину, да? Потому что он считает, что сдать Украину сложнее, чем победить Россию. Потому что победить Россию, это, во-первых, опасно, там ядерное оружие, туда-сюда, потом это какие-то вложения крупные, это время, все. А Украину можно сдать в один день, прекратить ей помогать, и все. Вот. Так что он циничный криптофашист, Илон Маск. Что касается еще этого папы и католиков, я могу констатировать по Германии, что ежегодно огромный кризис католической церкви. И, кстати, церкви вообще. Ежегодно число зарегистрированных католиков и вообще зарегистрированных и протестантов тоже, но католиков особенно быстро сокращается. То есть они себя так дискредитировали уже, что даже этот папа, значит, ему вряд своими идиотскими, по-другому не могу сказать, заявлениями, их и без того уже гнилую репутацию не поправит. Я хочу, у нас осталось там буквально минуты 4-5. Я хочу с тобой вместе посмотреть видео, как один там какой-то кинопродюсер, он что ли, или кто там. Сегодня же было громко не только в Киеве, вот мне режиссер подсказывает, что нет у нас этого видео почему-то, но там, короче, видео такое, что сидит в машине такой нагламуренный чувак, все это в ночи в темноте, за окнами бахает Псковский аэродром, где, по данным Главного управления разведки Украины, 4 самолета больших грузовых Ил-76 были уничтожены. Это Псков, я повторю, да, это далеко очень от Украины, географически, относительно далеко. Значит, и так далее. Вот, говорит, вот все, надо в Москву бежать, вот тут война и так далее, и так далее. Ты слышал, да, про сегодняшнюю атаку украинских дронов на разные объекты в России? Как ты это оцениваешь и с военной, и с психологической точки зрения? Я считаю, что это очень серьезные и важные события, если они будут иметь дальнейшее развитие. Вот есть такая информация, но я не могу оценить ее, я не обладаю сайтом, и я не военный эксперт, что Украина наладила производство вот таких дронов и может, условно, количество этих атак может перейти в новое качество. Конечно, если они будут, вот такие атаки, которые были сегодняшней ночью, еще даже, может быть, более эффективные, будут проходить ежедневно, то это мощнейшим образом изменит общественную обстановку внутри России. Потому что россияне, они же привыкли рассматривать эту войну, они надеются, что они дальше рассматривать через экраны телевизора. Понимаешь, вот и у них, правда, был когнитивный диссонанс во время мобилизации, когда начали людей ловить и хватать, отправлять на войну. Значит, но и тогда они, кстати, сильно перепугались, и рейтинг Путина стал падать, и рейтинг войны стал падать. Но это все быстро закончилось к Новому году, и сейчас они опять расслабились. Так вот, если это, конечно, такие события будут постоянно, то у них совершенно изменится, и придется им менять свое отношение к войне и к Путину. Я думаю, что это здорово подорвет стабильность режима и популярность его, и так называемое единство внутри, в том числе и правящей верхушки, и вообще в российском обществе. И вполне возможно, что это приведет через какое-то время, да, к тем последствиям, о которых я говорил, что Путина просто решат избавиться, потому что поймут, что пока он есть, война все ближе и ближе, что называется, стучится в двери каждому россиянину и к представителям верхушки в том числе. Ну, дай бог, что так и будет, потому что то, что про дроны ты сказал, у меня тоже нет никакой секретной информации, но информация не секретная в том, что
как минимум несколько моих личных знакомых, просто случайно моих личных знакомых и друзей, то есть это я их не подбирал по этому критерию, да, занимаются производством, разработкой, производством боевых, причем и тяжелых таких дронов, которые в состоянии в том числе и самолеты, ну, любые наземные объекты как бы уничтожать. Причем, судя по результативности атаки, ну, как бы все было точно, точечно, грамотно и как бы получите, чего хотели. В то же время атака на Киев была полностью отражена. Ну, я вот сегодня ночью сильно бахало, да, но да, у нас погибли люди, к сожалению. От обломков 2 человека погибли, и пострадавшие есть, да. Но добиться военных целей и даже каких-то там свет выключить у них не получается, потому что ПВО работает у нас. Но это такие, ну, мы на них не то что молимся, но очень сильно их уважаем. Благодарю тебя, Игорь, за то, что нашел время поговорить вот, в этой новой студии со старыми друзьями. Человек, з которым ми только що говорили, я вважаю його своїм другом і дуже поважаю, не дивлячись на те, що ми іноді ми і можемо посперечатися, як зараз. Ми різні точки зору мали щодо одного питання, але це нічого не значить. І я, і Ігор кажемо те, що думаємо. Дякую, Ігорю, за те, що знайшов час. Дякую вам за те, що дивитеся АТР. Дивіться АТР далі.